Всем привет, друзья! Вы смотрите блог студии Ветви. Привет! Я Карина. Сегодняшний наш сюжет посвящен нашей поездке в Грузию, которая произошла в марте этого года. Что, в общем-то, входило в маршрут нашей поездки? Во-первых, да, это Грузия, столица Тбилиси. И не Грузия, столица Тбилиси, а Тбилиси, столица Грузии. И горнолыжный курорт Гудаури. Грузия прекрасная живописная страна. В последнее время очень... Город-праздник! Мы еще были в городе Мцхета. Это была первая столица Грузии. Я же не вру. Мы там не были. Почему? Мы там были. Мы были в церквушке. Это был город Мцхета. Мы посмотрели на город с высоты этой церкви. Но это не город. Да, это город. Ну, в смысле, мы в самом-то городе не были. Это совсем... Но мы же его видели. Хорошо, хорошо, мы видели город Мцхету, действительно древняя столица Грузии. Да, мне понравилось. Я была в восторге, и Илья был вообще очень даже рад вставать со мной в 8 утра и идти до часов 10 вечера. Да, мы проходили в день около 20 километров пешком по в основном каменной брусчатке. Настолько было интересно, настолько хотелось все успеть посмотреть, что утром вставали, завтракали и шли гулять. Завтрак это была, наверное, самая вкусная еда из всей, что я пробовала. Ну, правда. Мы очень любим повеселиться, особенно пожрать. И поэтому, конечно, грузинская кухня – это, наверное, один из первых пунктов, с которыми мы хотели ознакомиться по приезде в Грузию. Но, да, нужно знать места, где есть. Потому что, как в любом месте, вы не можете просто рандомно прийти в какую-то едальню, и там вас вкусно накормят. Это так не работает, к сожалению. В Грузии нужно выбирать. Нужно знать места, но в тех местах, которые традиционно получают высокие отзывы, там действительно очень вкусно. То есть отзывам, да, действительно стоит верить. И в каждом кафе, в каждом ресторане чаевые уже включены в счет. То есть, как бы вас не обслужили, вы в любом случае их заплатите. А обслуживают там, ну, скажем, не очень. Ну, по крайней мере, нам с Ильей вообще не повезло. Всегда несли все очень долго, не обращали на нас внимания. Мы очень хотели попробовать хинкали. И мы даже не знали и не гадали, что хинкали готовят всегда с самого нуля. То есть замешивают тесто, фарши готовят, лепят, варят. А это все очень долгий процесс. Час как минимум будете сидеть ждать свои хинкали. Они будут самые вкусные, самые сочные, классные, но у вас уже не будет настроения их поедать. Многими любимые хачапури тоже пекутся с самого нуля, поэтому не рассчитывайте на то, что все произойдет быстро. Вообще, к Грузии нужно относиться так. Там ничего не происходит быстро. Это страна, где люди привыкли с чувством, с толком, с расстановкой жить, не торопясь никуда. Это юг. Да, это юг, без вот этой лишней суеты. И поэтому, конечно, для туриста, который привык к более активному образу жизни, это может иногда казаться достаточно раздражающим. Просто надо ехать не на недельку, как мы, а надо ехать так на недели 3, каждый день распланировать. Потому что как вот вы будете идти, куда бы вы ни посмотрели, везде откроется какой-то шикарный вид. Где-то будет очень интересная улочка, какой-то дворик, крыши красивые, вообще все красивое, даже собаки, кошки, все эти другие. Все это хочется поедать глазами. На многих псах Тбилиси и крупных городах Грузии есть бирки в районе уха. Это означает, что собака учтена специальной службой и стерильна. Очень классный факт, о котором хочется упомянуть, это то, что... Собаки. Да, собаки и кошки в Тбилиси ходят абсолютно свободно, их очень много, но при этом их никто не шукает. Все собаки чипированные и стерилизованные. И здорово то, что все эти животные не запуганные. Видно, что их подкармливают, что к ним хорошо относятся. Они улыбаются тебе сразу, когда тебя видят, если ты с ними еще разговаривать начинаешь. Да, и явно там нет такой проблемы, что бродячих собак слишком много, так что они становятся опасны. То есть они там находятся в своей экосистеме, им хватает пищи, и поэтому люди и собаки там абсолютно нормально сосуществуют. И такой цивилизованный подход мне, конечно, очень понравился. Ну и кошки. Кошки крутые.
жирные, наглые. Везде. Да, ходят там, смотрят на тебя, мол, что ты сюда приехал. Ну, кошки прикольные. Ну, по поводу языка, да, часто слышатся такие высказывания, что молодежь в Грузии перестает учить да, русский, и это так. Но, с другой стороны, старшее поколение, в принципе, все говорят по-русски, и те люди, которые работают с туристами, чаще всего тоже говорят по-русски достаточно хорошо. Поэтому языковой проблемы, можно сказать, что нет. Валюта Грузии – это лари, более мелкая итерация – это тетри. Точно, я забыла. Да, 1 лари – это примерно 24 рубля. В целом цены ниже, чем в центральных городах России. Вот ужин на двоих обходился гораздо дешевле, чем здесь. Мы ходили в ботанический сад. И сколько он стоил? 5 лари? Или подожди. Нет, 2 лари, по-моему. 2 лари он стоил, 2 да. лари с человека, то есть 50 рублей с человека. Где у нас что-нибудь вообще стоит 50 рублей? Мы в ботаническом саду. Карина уже не может с рюкзаком ходить. Идет дождь, поэтому очень ароматно, очень здорово. Ну, значит... Да. А я-то думала. А это вот. Но и при этом, как обычно, ты подстраиваешься под быт той страны, в которой ты находишься, и поэтому, когда нам сначала сказали, там, 2 лари с человека, я начал такой, в смысле? Это 2 лари, что ботанический сад, что такое? А потом мы так подумали, это 50 рублей, при этом это абсолютно стоило того, то есть ботанический сад в прекрасном состоянии. Мы нашли бамбук. Да, мы не только нашли бамбук, мы и сакуру еще нашли. Ну, вообще мы нашли японский садик. Мы нашли японский сад. И самое смешное, я недавно прочитал, что японцы высаживают сакуру в тех местах, которые хотят объявить своими. Поэтому, друзья из Грузии, вы там поаккуратнее с японцами. Возможно, вас скоро ждет небольшая делегация, которая скажет, что Тбилиси — это на самом деле наш город. Всегда был. Если говорить о вот этих каких-то современных реформах, жители Грузии благодарят за них Саакашвили. Ну, можно про Саакашвили много чего плохого сказать, но факт в том, что вот его реформы полиции, его реформы, допустим, связанные с качеством воды, они, безусловно, очень сильно повлияли на уровень жизни в Грузии в целом. Воду пить можно из-под крана. Да, если у нас качество воды проверяется, насколько я знаю, раз в сутки, то в Грузии качество воды на очистительных станциях раз в час. Это чувствуется, то есть действительно вода везде очень чистая, и все утверждают, что ее можно пить прямо из-под крана. Мы бы этого, конечно, вам не советовали делать. Но мы так делали. Да, но тем не менее это возможно. Дальше. Полиция. И все отмечают, что уровень полицейских в Грузии очень высок. То есть это действительно стражи порядка, к которым стоит всегда обращаться, если у вас возникли какие-то проблемы. Мы были свидетелем стихийного митинга. Да. Полиция прибыла моментально, все контролировалось, и видно было, что полиция работает вот на таком европейском уровне. Все местные жители всегда очень хорошо о ней отзываются. И если вдруг что у вас произойдет, они спокойно говорят: обратитесь в полицию, вам помогут. Мы также побывали в творческом таком пространстве, которое есть в Тбилиси. Это я прочитала, это я хотела. Да, Карина меня туда притащила. Я не люблю такие места. Вот тебе будто бы не понравилось, хочешь сказать. Ну, красиво. А вот мне понравилось. Там есть хостел, там есть интересные кафешки. Все это место называется «Фабрика». Оно все изрисовано классными граффити. Я вообще фанат граффити. Я сама никогда не рисовала, не подумайте. Просто я люблю их собирать именно в поездках. Просто все очень классная атмосфера. Продаются не всякие разные вещи, какие-то дизайнерские. Все очень стильно и здорово. Я думаю, что если туда прийти в выходной день, можно заобщаться с интересными ребятами и просто классно провести время. Ну, в общем, хипстерский центр в Тбилиси. Молодежь вот ничем не отличается от нашей, собственно, все такие же модные. Ну, нет, я бы сказал, что они значительно моднее. Вообще, как кстати, бы... ну да. На самом деле, вот с точки зрения культуры и искусства, то, что я хочу отметить, это вот безусловную какую-то повсеместную одаренность всего грузинского населения. То есть все поют, и если поют, то поют шикарно. Да. Если танцуют, то танцуют прям с таким огнем. Часто вот можно вечером услышать, допустим, народные песни или увидеть, как люди танцуют. Это круто. В каждой кафешке, кстати. Я никогда не был особым фанатом, но вот послушать народные песни
Мне прям очень понравилось. В том, что касается скульптур, архитектуры, это понятно, это по умолчанию. Архитектура – это отдельная тема вообще на самом деле. Грузины – это повсеместно признанные великие зодчие, камнетесы, архитекторы, и это видно. Памятник фонарщику, памятник дворнику. Просто какая-то пара людей сидит на скамейке. Очень грамотно вписаны какие-то современные архитектурные здания, которые очень как такой сложной формы. Все в зеркале, в каком-то хромированном таком стиле. Оно все очень грамотно вписалось с старым Тбилиси. И все это выглядит в общей картинке очень красиво. Мост мира очень красивый. И днем не видишь в перилах, как это, что это, как это вот это. В самом материале моста, на самом деле, в этом стекле вмурованные светодиодные фонари. Маленькие светодиодики, которые видно только вечером, когда вот уже чуть стемнеет, эта вся подсветка включается. И маленькие огонечки по всему вообще мосту. Что? Как это вообще все возможно? В Тбилиси огромное количество парадных, и искать их это... Мы не просто так говорим слово «парадные». Там они реально так называются, кстати. Целый квест, чтобы найти все вот крутые парадные. Карина... Я нашла, я все нашла. Убедила меня начать их искать. Действительно, мы оббежали вот центр старого города и нашли, ну, практически все, которые были отмечены там в статье. Там, самые красивые парадные Тбилиси. Все двери красивые у парадных. Просто само убранство каждой парадной очень-очень красиво. И мы нашли такую парадную, где заходишь и кажется, что это все дерево. А на самом деле нет. Это все гипс. И оно все до сих пор сохранилось. И практически каждый парадный по 2 века. Они в основном начало 20-го, конца 19 века. И тот факт, что там живут люди, и там всегда жили люди. То есть это не какой-то музейный экспонат, это жилой дом. Все, конечно, ну, местами там обколото, обшарпано, но тем не менее, в целом все сохранено в нормальном виде. Это многое говорит о том, как в Грузии относятся к сохранению вот истории как таковой в каких-то материальных проявлениях. Ну и вот здесь можно перейти как раз-таки к блошиному рынку. Большой рынок, который находится на практически 2 берегах реки. Можно найти вообще все на любой вкус, начиная от пластинок. Да, от пластинок и пионерских значков, заканчивая телегами и глиняными горшками для вина. То есть ты смотришь на все вокруг и кажется, что ты в каком-то советском фильме сидишь рядом с родителями или с бабушкой и смотришь какой-то фильм. Они очень похожи на те предметы, которые лежали у бабушки и с дедушкой в каких-то маленьких сундучках, коробочках, как будто ты сидишь, ты ковыряешься, как в детстве, в этом разглядываешь все. Очень мощный флешбэк в детство. Я узнал, что вот у меня у бабушки с дедушкой был набор столовых приборов с такими пластиковыми или какими-то, я не знаю, ручками. Я узнал, что, оказывается, вот были белые, а оказывается, есть еще и черные. Такие вещи, про которые ты забываешь, что ты часто в детстве с ними контактировал. И в отличие от блошиных рынков, допустим, в Москве и в Питере, там действительно огромный выбор, там еще это все не смели, и всегда есть на что посмотреть. И при этом это все стоит очень недорого. Еще рядом с монастырем была книжная лавка, и самое древнее, что я нашел, это книга еще 19 века, которую мне предлагали купить за 800 рублей, что ли, и я ее не купил просто потому, что это был сборник тригонометрических таблиц, и, в принципе, там были только цифры. Я большой фанат серебра, и для таких же людей, как я, там есть на что посмотреть. Есть такое ремесло – создание эмалированных картин на серебре. Это традиционный вид искусства для Грузии. Действительно, очень много ювелирных лавок, где представлено огромное количество всяких колец, сережек, подвесок. Да, я просто сошла с ума, потому что это все просто прям заходишь, и оно все просто для меня. Оно еще все в моем как будто бы стиле. Ну, я очень спокойна, конечно, сейчас уже, потому что я взяла кольцо, я взяла брошку. Я молодец. И 2 подвески.
Еще один пункт в нашем путешествии был горнолыжный курорт Гудаури. На самом деле, это основной был пункт именно в корпоративной вылазке. Мы оба никогда не катались на сноубордах до этого, и это было, конечно, интересное испытание. Тяжело, но получилось. Стоит отметить, что, конечно, Гудаури как курорт все-таки рассчитан на более опытных катальщиков, поэтому... Ну, просто мы с тобой забрались Да, мы повыше. забрались повыше и съехали оттуда за несколько часов. Не было проблем никаких с арендой. Снаряга была, во-первых. Во-вторых, она была достаточно дешевой. У нас сходило 2 пары обуви, 2 сноуборда, у меня еще куртка, и на нас еще 2 штаны и очки. Без очков, кстати, мы бы обгорели. Вроде бы 40 лари стоил скипас на весь день, то есть это билетик, который вам позволяет весь день пользоваться подъемниками любыми, то есть это около 900 рублей. Для сравнения, у меня подружка ездила на Розу Хутор, и это стоило около 1200, ну где-то около того. А здесь вы можете пользоваться этим скипасом на любую высоту. Естественно, очень красиво. Это горы. Безумно красиво. Да, горы, закрытые снежными шапками. Это серпантин дорог, это Кажется, свежий что ты просто в воздух. облаках. Это вообще что-то... Я никогда бы не подумала, что это может быть настолько красиво. В целом, Гудаури оставил очень позитивные впечатления. Ты давай расскажем, как мы ехали. Мы очень сильно устали. Мы катимся уже просто на 5-й точке. До этого катились на борде, как на санках. Но это было очень страшно. У нас маленькие дети уделывают просто. Зайка, привет! Привет, Зайка! Это, конечно, место для тех, кто любит кататься. То есть, если В первую вы, очередь, да. если вы просто хотите там отдохнуть, как-то провести время, вам там делать нечего. Туда нужно ехать, чтобы покататься на лыжах или на сноуборде. И вот для этого это место подходит идеально. Мы пришли к выводу, что самый идеальный формат посещения – это вы берете путевку где-то На месяц. на 3 недели. Просто пешеходные маршруты по старому городу, они наиболее информативные и охватывают большее количество достопримечательностей. За вас позаботились уже какие-то туристы, которые написали их. Например, мне понравилась статья от The Village. The Village. Она очень была информативная, и в основном мы ориентировались на нее. Второе – это найти, опять-таки, список хороших кафе, ресторанов. Третий пункт – это природа. Как раз-таки 2 канатные дороги, которые есть в старом городе. Тацминда – это городской парк, там же располагается телевышка и очень хороший вид на город. И вторая канатная дорога ведет к крепости Нарикала. Это Первая крепость, которая вообще была. Да, это развалины крепости. Там есть на что посмотреть, но самое классное там это ботанический сад, о котором мы уже говорили. Я вспомнила еще одно место, называется Воды Лагидзены. Находится на территории собора, который виден со всех сторон вообще. Центральный собор Тбилиси. Там самые вкусные лимонады, которые я когда-либо пробовала. Мне очень сильно понравился сливочный и шоколадный лимонад. Грузия – это горы. Будьте готовы к тому, что когда вы прилетаете и улетаете, турбулентность там, дай бог. Ну, не пугайтесь, но вы все равно испугаетесь, скорее всего, потому что трясет там вообще нормально. Но помните о том, что это норма. Что можно сказать о нашей поездке в Грузию? Это было очень круто, очень информативно и очень красиво. Благодарим кафе Wild Child за то, что предоставили нам возможность записаться здесь. Здесь очень красиво. Здесь очень красиво, мне прям очень нравится. Тут такие прикольные фонарики, они золотые. Почти как в Грузии. А с вами была программа «Ветви». Подписывайтесь, ставьте лайки. Если вы собираетесь в Грузию, то вкусных вам хинкали и удобной обуви. Всем пока! Всем пока. Оценка отлично.
Выбери свой путь. Поступай во ФСИЭМ.